Ну, с ними нужно спорить иногда, потому что и костюм может быть, ой, а как вспомню свадьбу Фигаро, графиня в халатике и в кедах, это, ну, всякое бывает, всякое. Ну, очень много сложилось из случаев, очень важных для меня в жизни. Если бы не было случая, и дальнейшей дороги бы не было. Например, знакомство с очень известными музыкантами, которые в дальнейшем приглашали меня в хорошие театры на интересные проекты. Это было всегда дело случая. Там кто-то кому-то сказал, там, что есть такая певица. Ну, совершенно вот из мелочей. И вот потом вырастало что-то большое. Я достаточно ленивый человек. То, что касается моей профессии, я очень быстро собираюсь. Чемодан готов, я уже в аэропорту. Сейчас время мобильных голосов, мобильных певцов. Вот бывает так, что... Ну, бывало так. Сейчас, слава богу, уже нет, но приезжаешь на прослушивание, некогда даже распеваться. И вот это и есть мобильность. Ну, помычал, нашел, все, пошел. Сейчас такое время. Мы больные поем часто в таком состоянии, что зрители, мне, например, певцы говорят: Вероника, ну в таком состоянии возможно петь. А все равно выходишь, поешь. Нет, я практически не смотрела, только смотрела, когда наш боец выиграл из Южной Осетии. Тогда с братом мы смотрели, у меня брат спортсмен, папа и сын, они все любят спорт, и ради них я иногда смотрю. Вот это единственное я посмотрела, да, и была очень горда и рада за своего земляка. Недавно мы еще с друзьями разговаривали, у меня больше 10 международных конкурсов, ну, всероссийских. И я из тех людей, которые очень любили дух соперничества. Почему много конкурсов? Потому что, ну, мне было интересно побороться. Вот тоже. Да. То есть бойцовский дух все-таки у вас От есть? таланов, наверное. От предков, наверное. Да, есть. Я люблю. Я люблю побороться. И я люблю сильных соперников. И быть потом еще сильнее. Потому что мы учимся друг у друга. Поэтому вот очень важно. Ну, не знаю. Надеюсь, что не такая, как я. Ну, я не люблю готовить, а у нас, ну, моя мама всегда готовит, и всегда вкусно готовила, и я не люблю кухню, и я люблю прийти в красивое место, поужинать, и, ну, не знаю, может быть, потому что моя профессия такая, и мы не успеваем, и... Ну, надеюсь, что она более домашняя. Я все-таки, для меня главная сцена. Мы очень осовремененные теперь, все не так, как я, например, когда я жила в Южной Осетии. Все очень изменилось, и где-то в лучшую сторону, я так думаю. В этом тоже плюсы, потому что... Безусловно, конечно, мы должны двигаться вперед, обязательно. Я осетинка, которая уже лет 7 живет в Европе. Я, конечно,
другая, нежели те осетинки, которые живут всю жизнь на моей родине. Вот, поэтому, ну что нужно? Нужно, чтобы у людей была возможность выезжать, смотреть, что происходит в мире, чтобы в Осетию приезжали, я не знаю, люди из Европы, как-то, ну, чтобы были полезны друг другу. А есть люди, которые никогда даже до Москвы не летали, понимаете? Ну как человек может развиваться, и не знаю. Ну, мне кажется, инновации сейчас придумали немцы больше в Европе. Нет. Да, говорят, что сейчас новый европейский звук, там немножечко по-другому нужно петь. Не то, что немножечко, а совершенно по-другому, как пели выдающиеся певцы, там Генчер, Калас, да, которые нам дали, так сказать, этот путь, можно сказать. Но мне кажется, нет, все равно люди, даже те, которые не музыканты, все равно слышат хорошее пение, хорошую музыку, красивый голос, который ласкает звук, который не раздражает. Я порой прихожу, допустим, на оперу где-нибудь в Европе, естественно, самые красивые голоса, ясно, что в программку посмотришь, это обязательно из бывшего Союза или из России певцы. А те, которые иногда раздражают, они вот, ну, мягко скажем, не наши. Везде это слышу в Европе, что новый подход к звуку, это меня немножечко это очень раздражает. Кто-то это придумал для чего-то, я не знаю. Певец, имеющий хорошие вокальные данные, с красивым голосом, он всегда большая личность. К нему очень сложно найти подход. В каком смысле? Режиссер, сейчас главное у нас в опере режиссер. Он хочет только свою картину. Ему не важно, мне сколько раз сказала, мне вообще не важно, как вы поете. Мне все равно, как вы поете. Вот. Мне самое главное, как мне сказали, увидеть свою картину. Для такого режиссера индивидуальность и сильная личность абсолютно не нужна на сцене. Ему нужно все, чтобы все были одинаковые. Вот. Поэтому певцам с большими голосами очень сложно. Многие не знают ни нот, ни музыкального материала. Я вот работала в последнее время, пожалуй, с двумя такими, которые вообще даже не то что слуха, вообще музыку не знают. Вот, а есть, которые знают всю музыку, всю оперу, там. Ну, как может такой человек поставить что-то грандиозное? Я в это не верю. Куча постановок, да, разнообразных, сумасшедших, и вообще не несуразных. И все, проходит постановка, про это забыли. А вечное, мы же смотрим все равно смотрим черно-белые записи, и мы сходим с ума. Как же они пели? Вроде не двигаются люди, а голоса такие, что сходят с ума. Почему? Почему сейчас такого нет? Потому что уровень певца принизили нас. Принизили, чтобы мы не имели, значит, голоса, никогда ничего не говорили и совсем соглашались. Увы, к сожалению. То сейчас так, настолько не нужен красивый голос и сильный певец, что как, ну, если ты не согласен, пожалуйста, мы сейчас возьмем кучу там 10, а им уже не важно, кто поет. Поэтому мы сейчас очень много слышим не очень красивых голоса, а искусственных певцов на сцене, к сожалению. Вот. Большой минус то, что значит, канал, как мне казалось, не очень хорошо умел работать со звуком. Мне сказали, что звукорежиссеров, умеющих работать с оперными голосами,
Может быть, один человек, если это правильная информация. Ария Нормы из оперы Беллини. Каста Дива Вероника Джоева. Для меня лично, я скажу пока, как меня узнали, вот я, в принципе, поэтому и пошла. Хотя я уже пела и в Большом театре, и с Гергиевым, и с Марисом Янсен, с лучшими дирижерами я уже пела в Европе, в лучших театрах мира. А победителем конкурса «Большая опера» 2011 года становится... Вероника Джоева! Победителю вручается приз. Вероника, мы вас поздравляем. Браво! И даже целую. 5 сезонов ты востребован, дальше может произойти большая, хорошо так сказать, дыра, да, такая темная, и все. Ты не востребован, тебе не звонят, ты не нужен, это самое страшное. Да, самое страшное. Это и фортуна, это и личные знакомства, и все должно быть. Ну, очень сложно, действительно, не знаю. Мы не знаем, что будет в будущем. Могу сказать, что с итальянским, у нас, у кавказцев, все идеально. Я еще совсем молодой ездила на конкурс «Калас», юной, еще студенткой. И там был Луиджи Альва, великий тенор, я не знаю, живой он до сих пор. Там была Сазерленд великая, Марина Крилович, ну все выдающиеся мировые оперные певцы. Ой, еще был Костас Пасхалис. Боже мой, какие были люди. Им так не повезло, что я с ними общалась. И они все думали, что я носитель языка. Я говорю, знаете, я ничего не знаю, ни одного итальянского слова. Но вы так поете. Я говорю, ну, у нас это на Кавказе, вот так вот. С итальянским у нас... Вообще с языками все нормально. А вот самый сложный с точки зрения пения какой? Раньше я думала, что французский, но после работы с Патриком Фурнелье я уже уверенно стала, потому что это большой мастер, это директор фестиваля Масне. Но французская музыка это его кровь, это он все. И первую постановку он делал с Доминго в Лос-Анджелесе, потом опера в Хельсинки купила эту постановку, где я пела Таис. И опять этот маэстро великий, конечно, 2 месяца этого каждый день французский. Я утром вставала и все время говорила текст «oui, puis», потому что мы немножко грубо произносим русские певцы «puis», там, ни в коем случае «puis», совсем близко. И это в пении было архисложно.
И вот уже к премьере дошло до идеала, потому что когда он мне делал, да, молодец, и ой, тогда это было счастье, что наконец-то получился. Очень тяжело, без связи, без хорошего агента, который всегда может договориться за своих певцов, у него большие связи. Может, не очень, певец с не очень выдающимися вокальными данными может попасть к хорошему агенту, который очень быстро из него сделает звезду. Да, увы. Или наоборот, гениальный голос может просидеть, как мне сказали, в нашем мире есть, называется замораживание певцов, оказывается. Я говорю, как это? Вот умный агент берет там хороших певцов, замораживает их, то есть 2 года не дает им вообще ничего петь, чтобы его пели, этих замораживать, чтобы не мешали. Я была вообще удивлена. Такие певцы сказали, что они знают этот мир, вот, потому что они раньше в нем были. Поэтому я очень удивилась, конечно. Я вообще хотел бы посмотреть на того агента, который попытался бы вас заморозить. Были. Был один, но сплыл. Знаете, я сейчас... И раньше я была до фанатизма, думала, что, как-то по-другому относилась. И вообще думала, что в лучших театрах поют самые лучшие певцы. Потом я стала взрослой. Уже такого фанатизма нету. Я спокойно занимаюсь своей профессией. Я хочу и могу петь, где я хочу. Если я не хочу, вот это мне нравится больше. И потом посмотрела, что не во всех лучших театрах поют хорошие певцы. 1-2. Остальные могут быть совершенно... Я поняла, неважно, где ты поешь. Главное, как ты поешь. Вот это я поняла. Я же думала, что вот споешь в этих 3 театрах, тогда ты певец. Нет, это не так. Мы же часто на совместных концертах, на таких общих концертах пели. И буквально вчера переписывались. Говорит, так, как ты там, моя астинская сестра, я ее называю моя абхазская сестра. Я очень люблю Хиблу, восхищаюсь ее талантом, голосом. Бесконечно ее обожаю. Первый приезд, мы помню, в Южную Осетию, когда я приехала, долго там не была, и захожу в Министерство культуры, там ее огромная афиша. Вот, то, что у меня на родине ее обожают, не только во всем мире, но в Осетии очень ее любят. Я надеюсь, что на какой-то из моих фестивалей, может быть, я бы очень хотела, чтобы она приехала к нам. Я бесконечно рада, что вот абхазская земля создала такую, как Хиблу. Вот она светлая, яркая. И, я ее когда вижу, вот как сестру. Как сестру все время ее. Да, с удовольствием приеду. Я также дружу с другими вашими певицами, и с Алисой Гицбой мы дружим, и Кристину Эшбо я знаю, и много-много у вас, вообще я знаю, что очень много талантливых ребят сейчас, певцов очень, с красивыми голосами, так что я надеюсь, что вот
Так же, как здесь я себя чувствую, вот как будто я на родине, в Осетии, да, люди такие добрые, свои, очень похожи на осетин. Вот. И как-то вы музыкально, чтобы это все переросло, чтобы мы на другу ездили. Мой сын был на Второй войне, ой, и моя сестра. Это страшно. В первой я в школе училась, мы жили в подвале, это страшно вспоминаю, страшно. Я надеялась, что уже мой ребенок не увидит, но, увы. Дедушка видел, мой ребенок увидел. Но я надеюсь, что больше никогда не повторится. В Гамбурге у меня чуть ли не до скандала дошло, когда меня хотели... Ярославна, я там пела в премьере Дэвида Паунт, неизвестного мирового хорошего режиссера, интересного тоже. Значит, он, этот художник по костюмам, хотела, чтобы я была блондинкой. Во-первых, вот такой костюм, жара, огромный костюм золотой, естественно, все синтетика. И она хотела, мне не идет, мне парик блондинки, никак. На Руси были и черноволосые девушки, и все. Никак все равно мне заплела в косу мою, из моих же волос, заплела мне какую-то золотую нить. В общем, это было ужасно. Но слава богу, что я сказала, что или я не пою, или вы снимаете этот парик. Что она обиделась, наверное, не знаю. Но я оставила свои волосы. Ставила. С ними нужно спорить иногда, потому что и костюм может быть, вспомню свадьбу Фигаро, графиня в халатике и в кедах, это, всякое бывает, всякое. Это типа новый тренд или это беспечница завалила? Ой, вы знаете, этот режиссер очень много ставит сейчас в Европе, но я могу сказать, что никто эту постановку не запомнил, увы. Она хромала и музыкально из-за этого, что прыг-скок вечный вот этот. И вообще графиня без костюма, это все. И на звуке это отражается. Вот и голос становится какой-то некрасивый. Знаете, вот все должно быть красиво.